Не так давно в Сочи состоялась рабочая встреча Владимира Путина с руководителем антимонопольной службы Игорем Артемьевым, в ходе которой глава ведомства доложил о финансовых и статистических показателях, но что еще важнее, акцентировал внимание на одной крайне важной проблеме. У нас сегодня более 50, получается, разных видов государственного имущества. Они продаются с разных площадок. Иногда эту площадку найти, и найти эти торги там крайне невозможно. Все это необходимо переводить на единую электронную торговую площадку. Все это должно быть открыто, доступно и прозрачно. Если каждый житель, чтобы зашел на одну единую площадку, увидел для себя, что он там хочет, что продается сегодня государством, там леса, поля, луга, там воздух, еще что-нибудь. И все, что продается, должно быть не где-то там скрыто кому-то своему, единому и так далее продано. Это должно быть открыто, и с этой площадки все это должно реализовываться. Предложение президентом было поддержано, и уже скоро работа над созданием подобной площадки будет начата. Но на этом важные темы встречи не были исчерпаны. Игорь Артемьев также обратил внимание первого лица государства на факт выявления значительного разброса в качестве представляемых на территории России и европейских стран продуктов повседневного пользования одних и тех же брендов. Для начала был проведен анализ некоторых продуктов питания, которые продаются в Западной Европе и в Российской Федерации. И методом анализа было установлено, что продукты питания разные, некоторые продукты питания абсолютно разные, что в Западной Европе, что у нас продаются. Там это нормальная качественная еда, а у нас не всегда и не совсем это добросовестные продукты питания произведенные. Вот. И что с этим необходимо бороться. Первые 3 дела уже возбуждены. Вот. Но и для этого необходимо еще, чтобы законодательно у нас все это было выставлено. Вот, и поэтому здесь тоже была озвучена воля первого лица о том, что необходимо также здесь навести порядок, что наши продукты питания должны быть так же оригинальны, как и там. Говорить о том, повлияет ли это на цены на продукцию, пока еще рано. Все будет зависеть непосредственно от изменений в законодательстве и самих производителей. Но что точно можно сказать, так это то, что по итогу россияне получат такой же вкусный, а что самое главное, качественный шоколад, как и европейцы. Абдулмалик Белкани, Джамалил Дударов, Дени Тимурзиев, Вести Ингушетия.